Абсолютный лидер настольных игр «Монополия» – настольная игра со столетней историей. «Монополия» обучает торговле недвижимостью и обращению с финансами. Эта игра продается более чем в 80 странах и переведена на 26 языков. Такая популярность не просто так. «Монополия» — это классическая настольная игра. С первого взгляда она учит торговать недвижимостью. Участники игры покупают, продают, арендуют и строят недвижимость, взимают арендную плату с других игроков, берут взаймы и возвращают долги, совершают сделки с банком и другими игроками. Успех зависит от умения вести сделки, планировать свои действия, разрабатывать тактику и стратегию игры. Что нужно знать новичку, чтобы играть в «Монополию»? Ну смотри, «Монополия» — это такая игра, сначала надо скупать недвижимость, получать за это деньги, такой круговорот, а в конце, у кого больше денег, тот становится победителем. Это такая самая важная концепция игры. Фишка игры «Монополии» состоит в том, что у игрока появляется полная возможность начисто разорить своего лучшего друга, без причинения ему реального вреда. Сегодня существует множество версий «Монополии», которые отличаются только оформлением, фигурками и названиями игровых полей. Правила остаются прежними. Надо сказать, что действие самой-самой первой «Монополии» происходит в американском Атлантик-Сити. На поле были нанесены названия реально существующих здесь железных дорог и улиц. У нас же российская версия. Все эти улицы реально существуют и расположены они в Москве. В игре присутствует элемент случайности. Ход игрока определяется броском кубиков, но в основном элементом успеха все-таки являются личные качества игрока. Диана, ты в «Монополии» банкира. Расскажи, что эта роль означает? Тебе надо посчитать правильно деньги, чтобы правильно выдать сдачу или не ошибиться. Диана, какие есть привилегии у банкира? У банкира особенно нет привилегий, потому что это такой же игрок, только он считает деньги, которые поступают к нему за каждую улицу, каждый дом и так далее. Как ты думаешь, «Монополия» — это просто времяпровождение или от нее есть какая-то польза? В реальной жизни это очень помогает, потому что ты учишься свои карманные деньги, которые тебе выдают, ты учишься их распределять. Всех тонкостей игры можно понять далеко не сразу, а значит, она будет оставаться интересной долгое время. «Монополия» таит в себе азы тех знаний, которые в будущем могут существенно облегчить жизнь, заранее познакомить с экономическими сферами жизни. А еще в «Монополии» очень пригождается умение договариваться, ведь здесь можно меняться имуществом, устанавливать определенные договоренности, устраивать взаимовыгодные отношения с другими игроками. Самая продолжительная партия в игру длилась 70 дней. Тут все зависит от финансовой подкованности участников. Так что, если партия закончилась быстро, делайте выводы. Николь Назирова, Рамазан Мусин. Специально для Горы новостей.